Доктор Улюмджи Душанович Душан, врач, ученый-этнограф, родился в 1892 году в Иркетеновском Улусе. Работал редактором газеты «Улан-Хальмык» и журнала «Айратские известия». В 1928 году издал работу «Вредные обычаи и суеверия у калмыков и борьба с ними». Написал в 1930-е годы «Обычаи, обряды и традиции калмыков в конце 19-го, начале 20 века». Центр по развитию калмыцкого языка знакомит вас с некоторыми интересными отрывками из работ доктора Улюмджи Душановича Душана, одного из пионеров калмыцкой этнографии. Лошадь – самое любимое животное каждого скотовода. Он бережет и холит ее, как только может. Хорошая лошадь – гордость владельца. Для степняка поскакать, поездить, пронестись вихрем на хорошей лошади – заветная мечта. Иметь хорошую лошадь – цель и стремление каждого. Жизнь калмыка тесно связана с его лошадью. Калмыки даже полагают, что если издохнет любимая лошадь хозяина, то это значит, что она пала место своего хозяина. По верованию калмыков, она может заменить собой своего хозяина, поэтому, если падет лошадь, то калмык не особенно тужит, считая, что иначе погиб бы он сам. Несмотря на то, что лошадь играет крупную роль в жизни калмыков, все же верования и обычаи, связанные с ней, незначительны. По убеждению калмыков, там, где существуют лошади, никогда не должны прекращаться набеги, разбои и всевозможные беззакония и войны. Так, они рассказывают, что некогда царь страны, где население пользовалось исключительно услугами коров, отказался принять в подарок лошадь от царя, где подданные пользовались только услугами лошадей. Причиной к этому якобы послужило заключение, которое дали мудрецы этого царя. По анализу и исследованиям этих мудрецов, лошадь именно оказалась тем животным, которое имеет копыта по твердости, приближающиеся к стали. Поэтому там, где имеется лошадь, то есть животное, имеющее такое копыто, по мнению жителей той страны, никогда не должны прекращаться всякие распри и набеги. На основании этого заключения царь отказался от лошадей. Этот самый рассказ как нельзя лучше рисует жизнь калмыков. По верованию калмыков, количество лошадей у одного хозяина не может превышать количество 10 тысяч голов. Согласно этому верованию, при превышении указанного количества якобы появляется жеребенок с золотыми копытами. Последний ударами своих копыт угоняет лошадей в безлюдную и необитаемую пустыню. Вследствие этого верования, как рассказывают калмыки, ни один крупный коневод не имел лошадей больше 10 тысяч. Лошадь в калмыцких сказках всегда рисуется как животное, обладающая сверхъестественной силой. Она быстра, как ветер. Пыль, поднимающаяся от ее бега, доходит до неба, и земля, взрываемая ее ногами, образует целые горы. Кроме того, они владеют речью и являются всегда помощниками и советниками своих хозяев. Сила и могущество хозяина передавались также и лошади. Так, в сказках всегда указывается, что чем сильнее и могущественнее владелец коня, тем больше могуществом владеет и его конь. Лошадь – это почти святое существо, которое делает далекие расстояния близкими. В безбрежной степи отсутствуют другие более или менее удобные и при этом быстрые средства передвижения. И поэтому вполне понятно, почему кочевники, в том числе и калмыки, уделяют такое большое внимание лошади. Не будет преувеличением, если мы скажем, что нет ни одной песни и почти ни одной сказки, где не воспевается лошадь и не говорится о ней. По верованию калмыков, можно держать и ездить не на всякой лошади. Так, лошадь, имеющая родники на твердом небе, предвещает большое несчастье своему хозяину. Кроме того, почему-то у калмыков сложилось мнение, что такая лошадь непременно должна погибнуть до 7 лет, или же должен погибнуть ее хозяин. Такую лошадь владелец немедленно отдает хурулу. Некоторые же при первой возможности продают. Точно так же считается предвещающей большое несчастье лошадь, у которой шерсть белой полосой переходит в заднепроходное отверстие. Такую лошадь обычно хозяин продает. Покупателем является обычно не калмык. Существует поверье, что единственный сын отца не должен ездить на лошади, у которой одна нога белая. По мнению калмыков, такая лошадь имеет вредное влияние на владельца. Они также с большим предубеждением относятся к кровотечению из носа лошади. Если владелец лошади заметит, что из носа животного идет кровь, то без малейшего колебания отдает ее хурулу. Только редкие лица-бедняки не жертвуют, а продают ее. Вместе с тем приглашаются гелюнги,
которые должны служить соответствующую молитву, предотвращающую надвигающееся на данного человека несчастье. Очевидно, здесь играет главную роль подражательная магия. Лошадь является самым любимым животным, и поэтому хозяин боится, что у него, как у хозяина этой лошади, возникнет кровотечение, из-за которого он может умереть. Между тем, кровотечение из носа лошади – вполне возможная вещь. Оно может быть от напряжения, от ранения слизистых оболочек носа травой и от целого ряда других причин. Большим несчастьем является, если лошадь ожеребится двумя жеребятами. Это также несчастье и также дурное признаменование, что его ни с чем нельзя сравнить. Такую кобылицу немедленно отдают хурулу. Что касается жеребят, то их убивают и бросают на съедение собакам или закапывают живьем. Редкие, даже бедняки-калмыки оставляли такую кобылицу, и то после такого богослужения и закапывания приплода живьем. Такой дикий обычай объясняется тем, что двойня у лошади – признак быстрого роста животного, который имеет твердые, как сталь, и острые, как нож, копыта, которые якобы должны принести вред хозяину. Из мелких верований, касающихся лошадей, можно отметить несколько явлений. Так, ни в коем случае не допускалось седлать лошадь без подушки. Без подушки лошадь седлает только тогда, когда жертвует ее хурулу, на помин души ее хозяина. Лошадь обычно не привязывают за зель, и это считается неприличным. Точно так же не привязывают ее к кибитке по той же причине. Лошадь – единственное животное, которое можно держать за повод, сидя в кибитке. Каждый приезжий должен стреножить по этикету кочевников свою лошадь нескольких десятков шагов от кибитки. Садиться на лошадь нужно всегда с левой стороны и вдевать ногу в стремя спереди его. Не разрешается ни одной женщине касаться головы лошади и бить ее, ибо она недостойна и может осквернить ее. Нельзя также бить лошадь уздой и чумбуром. Если лошадь заболеет, то ей дают кусочек высушенной пуповины мальчика. Если она не поднимается при параличе, то режет хвост и кончик ушей. Калмыки уверены, что пот лошади очень ядовитый. Так, по их наблюдениям, ни одна ядовитая змея своим укусом не только не может вредить лошади, но и сама моментально погибает от прикосновения к лошади. Существует еще поверье, что лошадь, у которой все 4 ноги белые, непременно должна быть быстрой. Калмыки говорят, что в Священном Писании якобы указано, что если такая лошадь не будет быстрой, то она должна непременно потерять свои ноги. Некоторые калмыки не ездят на лысой вороной лошади. Полагают, что такие лошади не предвещают никому ничего хорошего. У калмыков лошадь может быть и сетря, священной. Главным образом, сетря лошади бывали у богачей. Кроме того, калмыки полагают, что череп лошади защищает помещение от нечистых сил. В силу этого мы часто видим на крышах построек лошадиные черепа. В русской деревне, по словам профессора Никольского, для этой цели употребляют козлиный череп, который закрывают под полом. Калмыки предпочитают ездить на меринах. Жеребцы, по мнению калмыков, годятся на недалекие расстояния. Самые выносливые – мерины. Поэтому лицам, уезжающим на далекий и трудный путь, всегда рекомендуют их.